«6 апреля на полигоне спортивного клуба «Комбат» состоялся республиканский турнир по пейнтболу. Участие на данном соревновании приняло 40 спортсменов. Организатором выступила Федерация пейнтбола Республики Саха-Якутия. Турнир проходил по двум группам – 3-м и 4-м дивизионе. В 3-м дивизионе 2 команды соревновались на электрических маркерах, а в 4-м 6 команд оспаривали звание сильнейших на механических маркерах. Всего же в турнире приняло участие 8 команд. С 12 по 13 апреля во Дворце спорта 50 лет Победы проходил 2-й республиканский чемпионат по смешанным боевым единоборствам. Бороться за звание сильнейшего приехало 50 бойцов, представляющих 12 команд из разных районов республики. Участники соревновались по 6 весовым категориям. Спортсмены младше 21 года выходили на ринг в защитных шлемах, а бойцы постарше дрались без какой-либо защитной экипировки. Квалификационные бои проходили по форме 2 раунда продолжительностью 3 минуты, финальные же бои по 5. В весовой категории 65 килограммов сильнейшим, как и ожидалось, стал Акимов Джулустан, клуб «Сахафайт». В весовой категории 70 килограмм победу одержал Картаквинов Федор, клуб «Белый медведь». В категории 77 килограмм сильнейшим оказался Сивцев Игорь, клуб «Саха-Рестлинг». В категории 84 килограмм первое место завоевал Савин Вячеслав, клуб «Уран-Хай». Среди участников в категории 93 килограммов сильнейшим оказался Гугунава Тенгиз из города Мирный. А в весовой категории свыше 93 килограмм победу одержал Неустроев Роман, клуб «Уран-Хай». Мы проведем учебно-тренировочные сборы здесь и надеюсь, что мы достойно примем участие в своих родных стенах на чемпионате Дальнего Востока, который состоится во Дворце спорта 2-5 мая. 13 апреля на местности 9-го километра Вилюйского тракта прошли соревнования по даунхиллу, экстремальной гоночной дисциплине, суть которой заключается в прохождении трассы на время. Данные соревнования стали открытием нового сезона, по ходу которого спортсмены будут соревноваться в нескольких этапах и под занавес сезона выявят лучшего. На этом же этапе участие приняло 18 спортсменов, среди которых были те, кто участвовали впервые, что говорит о динамике развития данного вида спорта. Соревнование проходило по 3 категориям – юниоры, любители и элита. Мы начали сезон, открыли вот этими соревнованиями наш чемпионат на Кубок Якутского ДХ. То есть это был первый этап снежный, как традиция уже. Но мы немножко запоздали, снег начал таять. Ну, все прошло на высшем уровне. Будет рейтинговая система, каждый участник будет иметь определенные очки. То есть в конце сезона, то есть в сентябре или октябре, будет проведен уже финал на Кубок. Кто больше очков наберет, тот его получит. Было очень грязно, снежно, и трасса разрыхлялась и разрывалась на кусочки. То есть, если человек проезжает, следующему человеку еще сложнее. В этих условиях мы показали очень хорошие результаты, как и летом. Проезжали трассу за хороший промежуток времени. 13 апреля в зале детско-юношеской спортивной школы номер 1 в рамках первого этапа комплексной спартакиады округов и пригорода Якутска состоялись веселые старты. Данные соревнования являются традиционными. Ежегодно Управление физической культуры и спорта города Якутска собирает семьи из самых разных районов. В этот же раз состязаться приехало 9 семей. Веселые старты состояли из 5 этапов, на каждом из которых все члены семьи проходили различные препятствия и испытания. Перед началом каждого этапа судьями и организаторами объяснялось задание и условия его выполнения. Сегодня приняло участие, как я уже сказал, 9 команд. Очень активно. Семьи у нас 3 видов. Это маленькая семья папа-мама. Вторая семья папа, мама и я. И третья семья папа, мама, я, еще бабушка и дедушка. Цель и задача этих мероприятий – это пропаганда здорового образа жизни, дружба между семьей и чувство локтя друг друга. Семьи есть семьи должны быть. Мы эти мероприятия проводим совместно с детским подростковым центром, который очень хорошо работает в этом плане. И они все вот эти этапы всех этих веселых эстафет продуманы ими. И мне кажется, им всем участникам понравилось.